Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас, а тема звучит так: 24/7. Кто думает о вас, кто в сердце содержит. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте узнаем, кто же 24/7 думает о вас и в сердце содержит. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Во-первых, здесь показывают, что вы о чем-то 24/7 думаете, то ли боитесь этого, то ли переживаете, покоя себе найти не можете. Постоянно какие-то навязчивые мысли у вас в голове, как фобия, может быть, даже какая-то. Но зря. Вы, как знаете, самонакруткой какой-то занимаетесь. Прекратите, все хорошо будет. Здесь такие знаки вышли, которые обещают вам только хорошее. Успех, удачное разрешение вашей ситуации. Может быть, даже человек, за которого вы переживаете, вот с ним все хорошо будет, либо он вот-вот объявится. Поэтому прекратите. У вас, вон, смотрите, мозг аж кипит от этих страхов, от этих переживаний, этой бесконечной какой-то навязанной вам мысли. Хватит, переключайтесь. Посмотрите, может быть, какой-нибудь комедийный фильм, может быть, там, не знаю, стендап, ну кто что любит, да, что вас развлекает. Кому-то помогают просмотры видео со всякими мимишными животными, там котики, собачки. Переключайтесь. Ребят, вы так себя, извините, до болезни доведете, если дальше будете сидеть и прям бояться чего-то, либо бесконечно думать о чем-то. Здесь вам главный лекарь — время. Да? Всему свое время. Все пройдет и это. Прекратите страдать. Извините. Ну ладно, не буду говорить чем. Да? Ну, в общем, вы поняли. Прекращайте. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вы, во-первых, под защитой. Во-вторых, над вами большая-большая подкова. Все сложится удачно, хорошо для вас. Ну и радостно, конечно. Так, и еще. Здесь важный знак вышел. Опасности со стороны женщины. Женщина невысокого роста, улыбка у нее какая-то странная, то ли косая, то ли кривая, то ли беззубая. Либо зубы очень такие, знаете, маленькие зубы, может, там в растопырку у нее торчат, а может быть, она зубы сейчас делает. Вот от этой женщины может быть какая-то неприятность. Прям, знаете, как удар в спину может произойти. Примите меры и бдите эту женщину. Недоброе у нее нутро, и вообще она такая, знаете, ради себя, за свою шкурку на что угодно готова, на что угодно пойдет. И она еще очень обидчивый, такой подленький, обидчивый человек. Близко к себе не подпускайте, дистанцию возьмите и не болтайте почем зря. Не болтайте. Она такая, может. Здесь вот показывают, что не то чтобы готовится, а она как бомба замедленного действия. Понимаете, в любой момент может бабахнуть. Вот особенно, когда не ждешь. Да, лучше подальше. Взять дистанцию, подальше держаться от этой женщины. Сейчас я ничего плохого не могу сказать, но она очень опасна для вас и для вашего будущего. Так, кто же 24/7 думает о вас? Смотрите, здесь мне показывают мужчину, у которого связаны руки, связаны ноги и завязан рот. Как знаете, не двинуться к вам не может, не сказать вам не может ничего. Он просто может только за вами наблюдать. У кого-то прям рядом находится, наблюдает, а у кого-то отыграется, что прям далеко от вас находится, но каким-то образом он все равно может за вами наблюдать.
Смотрите, этого человека вы точно знаете. Он либо есть, либо был в вашей жизни. Либо есть, либо был. Но опять же, вы все разные, да, у каждого по-своему отыграется. Человек, который упустил вас, либо упустил шанс с вами быть. Ну, допустим, да, мужчина рядом, да, какой-нибудь коллега, сосед, знакомый, да, был шанс с вами там закрутить любовь, как-то сблизиться, сказать вам о своих чувствах. А он прохлопал эту всю ситуацию, теперь ходит, страдает, винит себя очень сильно. А у кого-то отыграется, что да, это был ваш мужчина, парень ваш был, либо даже муж ваш был. Вот, по глупости, по дурости вас упустил. Да, может быть, даже и сам какое-то тупое решение принял. Теперь ходит, мается, страдает. Как говорят, вот он локоть, да не укусишь, да не дотянешься. Вот и у него такая ситуация приключилась. Он слишком какой-то то ли гордый, то ли глупый, а может быть и гордый, и глупый одновременно. Живет по каким-то странным, ему только понятным принципам, которые по жизни ему не помогают, больше как вредят. Да, вроде как взрослый мужчина, а не пережил этот юношеский максимализм. Думаю, девочки, сильно запали вы ему в сердце, сильно, прям поселились у него не только в сердце, но вообще по всей кровеносной системе разошлись. Как живет вами, живет. Пока на сегодняшний момент вот он мне идет связанный по рукам, по ногам, и рот у него завязанный. Будет молчать, не будет себя проявлять, показываться он перед вами не будет. Но смотрит он на вас и только на вас. Никого, кроме вас, он больше не видит. Не видит, да. Смотрите, с этим мужчиной не сейчас, но чуть попозже у вас что-то прям произойдет. Ну, там встреча, разговор, его признание вам, какое-то предложение от него. Не сейчас, чуть попозже. Мне показывают 2 периода времени. Это может быть как 2 недели, так и 2 месяца. Но больше идет как 2 месяца, через 2 месяца. Еще будет. Ну, конечно, он же так сильно вас любит. Как же он вас отпустит? Ну, знаете, как в прямом смысле слова. Человек живет вами. Кстати, он очень сильно похудел в последнее время, даже как осунулся. У него на этой любовной почве проблемы, да, с любовью, у него и аппетит пропал, ушел, пропал. Какая-то женщина еще вот присутствует. Не знаю, может быть, это его женщина, может, это соперница-разлучница. Опять же, вы все разные. Что-то он ее как-то рассмотрел, понял, что она ему просто отвратительно, омерзительно, и вообще как на дух ее не переносит. Прям раздражается очень сильно на нее. А она плачет. А он злится. Вот такая у них сейчас картиночка между ними. Если вы думаете, что бывший там с полюбовницей жизнью наслаждается, не, девчонки, не. Как кошка с собакой живут. Он на нее злится, она от него плачет. Такая у них жизнь. Ну, что ж, бывает, да, бывает. Так, кто еще 24/7 думает о вас? Ну, тут женщину показывают. Женщину, которая перед вами в чем-то виновата. Что-то она сделала, либо наоборот не сделала. Да? Может быть, вы помощи просили у нее, а она отвернулась, либо какими-то своими делами занялась. Может быть, даже послала вас в грубой форме. А возможно, она что-то ваше взяла, либо чего-то вас лишила. Опять же, вы все разные. У женщины юбка с такими задранными, видите, с задранными, задранным подолом. Грех на ней перед вами. И она его чувствует. Он ей покою не дает. Знаете, как совесть ее душит, мучит. Прям и день, и ночь, день, и ночь. И в последнее время у этой женщины какие-то прям сплошные неприятности начались. Беды, неприятности. Вот прям все из рук валится. Плохо себя чувствует. Везде какие-то гонения, отказы, пропажи, кражи. Да, крепкая ее судьба в обороты взяла. И вот чем хуже у нее жизнь становится, тем больше она о вас думает.
знаете, как думает, это мне за нее, либо это мне через нее, а может она меня прокляла, да, за то, что я ей не помогла, либо я ей что-то плохое сделала. И прям так ей скверно, так ей погано. Ну, не живет, а существует. Так не идет. Не живет, а существует. Она уже, и, как знаете, в ноги вам готова кинуться, покаяться. А то ли не может, ну, может, живете вы сейчас далеко друг от друга, то ли понимает, что вы не простите. Не простите, может, еще ее и высмеете за это. Но эта женщина, она сама себя загонит. Мне такая информация идет. Сама себя загонит. Либо до больнички доведет, либо до чего-то более худшего. Ну, не надо было вас обижать, да? Не надо было этого делать. Потому что, правда, за вас Бог наказывает. Кто ж знает? Вы все разные, у каждого своя ситуация. Но ей сейчас очень плохо. И дальше будет хуже. Тоже, что вы должны для себя знать. Так, еще, кто думает о вас? Родственники ваши думают о вас, постоянно думают о вас. Им вас жаль. Они видят, как тяжело вам деньги даются, в каких непростых условиях вы живете, а у кого-то личная жизнь не ладится. И вот прямо кто-то из ваших родственников, кстати, не один человек, о вас постоянно думает. Знаете, как думают? Думают они вот, пошли, боженька, нашей девочке, да, нашей там любимой доченьке, либо любимой сестричке, мамочке, да, пошли мужа хорошего, пошли работу хорошую, да, пошли здоровье хорошее. Ну, в таком ключе думают. Да, есть такое, любят вас в вашей семье. Может быть, не говорят об этом каждый день. Может быть, даже как и не общаетесь вы, да, далеко друг от друга находитесь. Но любят они вас очень-очень сильно. Всегда по вам скучают, всегда вас ждут. И всегда за вас молятся. Да, вы должны для себя знать. Так, еще мне показывают ситуацию последних нескольких дней. Здесь ваше упрямство какого-то человека очень сильно впечатлило. Это может быть как мужчина, так и женщина. Где-то вы очень заупрямились или как отстаивали свою точку зрения, что-то свое отстаивали. И так вы это делали дерзко, красиво, мощно, что человек прям впечатлился, все о вас думает. Никак не может как забыться, да, все думает. Думает о том, что вы смелая, о том, что вы крутая. Вы реально крутая. Для кого-то вы прям примером стали. Примером, ну, может быть, даже не для подражания, потому что навряд ли, а скорее как примером, как нужно действовать по жизни. Да? Вот какой нужно быть горячей, решительной, смелой. Вот человек думает. Если человек семейный, возможно, о вас, своей семье рассказал, либо в кругу своих друзей поделился. То есть такое было. Думает. Впечатление такое, на всю жизнь впечатление. Так, еще, девчонки, есть какая-то симпатия у кого-то, прям симпатия, нравится вам кто-то. А мужчина как-то странно себя ведет. Вроде как он и общается, либо в сторону вашу смотрит, но ничего не происходит. Ничего. Непонятно, да? Непонятно, нравлюсь, нет. Вообще, кто тебе нравится, женщина, мужчина, что вообще происходит? Смотрите, тот, кто вам нравится, тоже испытывает к вам симпатию. Но что-то он о вас знает, неправдивое и очень такое скверное. Знаете, как могли сказать, что вы только там богатых мужчин приветствуете, либо что у вас там муж, да, либо там какой-нибудь уголовник, бойфренд есть. Знаете, как отпугнули его от вас. Ну, в прямом смысле слова отпугнули. Постарались, отпугнули. Ну, что тут сказать? Из ревности, из зависти. Люди не на такое способны, к сожалению. Смотрите, я не могу сказать, что этот мужчина прям думает о вас 24/7. Ну, думает. Думает, вспоминает. Как-то, знаете, думает и вздыхает, да? Вздыхает о том, что как не получилось, да, либо не получается. Девчонки, если прям очень-очень нравится, и вы видите, что человек хороший,
Ну так может быть как-то первый шажочек сделать, хоть и крошечный, но первый. Да, здесь, ну мы все разные, Господи, ну нельзя говорить, что все мужики там должны быть смелыми и активными. Ну нет такого, абсолютно нет. Если вы там первый шажочек сделаете, либо там маякнете ему, ну он обрадуется, авось и поговорите, и все выяснится, да, и отношения сложатся. Не надо быть такой вот прям горделивой, что ли, да, что вот нет, мужик должен первый подойти. Не надо этого. Зачем? Не в то время живем, не в то время. Так, еще важный момент. 24/7. Ангел с вами 24/7. Ваш ангел-хранитель. Ваш ангел, кстати, он у вас достаточно большой. Значит, грехов за вами мало. Мало. Ну, мы все грешные. Понимаете, иногда люди грешат, сами того не знают. Вот, у вас большой, значит, мало на вас грехов. Рядом с вами прям всегда-всегда. Только не всегда вы его слышите, не всегда ощущаете, не всегда позволяете ему вам помогать. Это да. Но время есть, исправляйтесь, налаживайте контакт со своим ангелом. Поверьте, это классный знак, когда такой большой ангел-хранитель, как у вас. Не каждому дается, не у каждого такой есть, а у вас есть. Хорошая вы женщина, замечательная. Я бы даже сказала, самая лучшая. Работайте над собой, девчонки, не бойтесь ничего, гоните прочь навязчивые мысли. Поверьте, все самое лучшее у вас еще впереди. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.